Алена Кысыдак – кандидат технических наук. Уже 3 года работает над проектом солнечных коллекторов. Ученый разрабатывает уникальный проект совместно со студентами инженерно-технического факультета ТФГУ. Коллектор предназначен для получения теплой воды и обогрева помещений. Например, Чабанской стоянки, сельских населенных пунктах, дома, и можно и туристические базы отдыха. На представленных макетах показана конструкция коллектора. Через медные трубы, покрытые битумом, проходит вода. Теплоизолирующий корпус с утеплителем позволяет воде быстро нагреться. И вся эта конструкция позволяет обеспечить теплом целый дом. Коллектор можно использовать, установить уже непосредственно на саму стену дома, или на крышу. Определенный уклон мы все теоретические эти исследования примерно 75 градусов, вот так. Вот такой уклон должен быть. И южная стена, наиболее такая солнечная сторона дома. Размеры коллектора небольшие, 1,5 метра на 80 сантиметров, но такая панель может нагреть дом площадью в 40 квадратных метров. Алена Кысыдак подчеркивает, что Тува – солнечный регион, и солнечные коллекторы смогут обогревать как дома, так и чабанские стоянки, и тем более помочь в решении проблем экологии. В настоящее время это теплоэнергетика, тоже очень молодое направление в нашем университете. И исходя из таких соображений, и, конечно, проблема этой сажи и отсутствие центрального отопления во многих районах, это все нас натолкнуло, наверное, на создание, рассмотрение такого нового направления. Конечной целью получается у нас комфортное проживание человека, то есть направлено на нас. Аналоги данного изобретения существуют, но коллекторов для регионов с климатом, приравненным к условиям Крайнего Севера, просто нет. Изобретение имеет большую перспективу. Если у нас 40-градусные морозы, это все будет проблематично, мы еще хотим предложить незамерзающие жидкости, современные таких материалов, таких жидкостей тоже мы рассматривали. Но пока у нас идет подбор реального такой модели. Реализация полномасштабного производства возможна только через 2 года. Примерная стоимость одной панели солнечного коллектора оценивается в 7500 рублей. И еще один инновационный проект разрабатывается в Туве молодыми учеными. Хензик Бичиол занимается направлением BIM-технологиями. Расшифруется как Building Information Modeling. По сути, это цифровое проектирование, где все начинается с упрощенной 3D-модели здания, или комплекса зданий. И дальше эта модель обрастает множеством деталей, данных и информации. Например, какой толщины или какого материала будут стены, или сколько метров или километров электрического кабеля потребуется для всего здания. Хензик создает свои проекты в программе Autodesk Revit. Она сама разрабатывает все детали зданий, буквально по кирпичику. В ее авторских 3D-моделях учтены все детали, вплоть до того, сколько рулонов обоев понадобится для одной комнаты. Проекты Хензик могут использоваться при строительстве реальных жилых комплексов. Здесь показан комплекс зданий, второе здание еще строится. И параллельно к этому проекту еще назначается календарный график работ. То есть начало строительства, окончание строительства. И еще добавляется и стоимость всего цикла строительства.
от начала до конца. Программа может просчитать и учесть все ошибки в строительстве еще на этапе проектирования. Это поможет избежать больших финансовых потерь и увеличить в разы темпы строительства. Хинзик мечтает в будущем создать модели новых зданий будущего микрорайона Мангун, чтобы внести свой вклад в развитие Тувы. Мария Стручкова, Сайдар Салчак, Культыгина Шина, 108 канал.